Приветик, ребята! Добрый день, друзья! В эфире детская информационная служба «Гора новостей». Будьте у руля событий вместе с нами. Я Аня Шушакова. А я Ардамир Усманов. Прямо сейчас масса всего интересного. Сегодня в выпуске: что такое авторская яичница, чем угощаются герои аниме, какие новшества произошли сразу в нескольких районах республики, как развеселить прохожих и где отдыхали ребята весь июнь. Все это и намного больше в «Горе новостей», так что смотри и не переключайся. Третья неделя августа начинается очень плавно и намекает, что скоро в школу. Если честно, я уже чуть-чуть соскучилась по ней. Мы полгода не были в школе, страшно даже подумать. Да, что же нас ждет в новом учебном году, расскажу прямо сейчас. В сентябре за каждым классом закрепят учебное помещение. Все, чтобы исключить общение учеников из разных классов во время перемен. Это очень печально, потому что у меня есть друзья в параллели. Придется с ними общаться в неурочное время. Еще рассматривают возможность сократить число обучающихся и воспитанников в классе. Но не все школы могут позволить себе такой расклад. Я не хочу, чтобы нас делили. А кто хочет, полностью будут исключены массовые мероприятия. На входе будут стоять дозаторы с антисептиком для обработки рук. Давайте посмотрим сюжет от нашего коллеги Руслана, а я пока всплакну. Если вы опаздываете на математику, а мама забыла приготовить вам ваш законный завтрак, то у меня есть для вас решение. Для приготовления этого гениальнейшего блюда нам надо хлебушек вот такой вот белый обязательно, потом колбаска докторская и сырочек. Сырочек вот такой вот. Вот, все увидите, да? Первым делом нам надо взять вот эту вот колбасу, и мы ее вот... мы, короче, делаем, чтобы она была тепло, чтобы она не прям жарилась. Потому что мы потом ее уберем, как только она станет теплой, и положим уже туда греться наш хлебушек. Вот. Ваша цель это не обжарить сосиски, колбасу. Ваша цель это сделать, чтобы они были тепленькими, потому что обжаривать сейчас не надо. Теперь, как только мы убрали колбасу, вот мы ее убрали, мы должны взять хлеб, и мы его обмакиваем вот тут вот в нашем яичном растворе. Вот. И в чем цель? Чтобы хлебушек был вкусный. И вот там, где лежали наши сосиски, теперь мы ложим туда наш хлеб. Вот сюда, по ходу всего действия, мы складываем весь наш хлеб, который мы делаем, и обмакиваем его в яйце. Мы сейчас переворачиваем хлеб и сразу ложим сюда нашу подогретую колбасу и сыпем сыр. И вот после этого мы закрываем все нашей крышкой. Мы как бы закрываем это крышкой на время. Потом, как только сыр расплавится, мы снимаем это с огня и уже можно кушать. Всего за 5 минут мы получаем идеальный завтрак, да? Обед. В общем, всем приятного аппетита. Я думаю, что этот рецепт вам точно поможет, потому что он вкусный, сытный и самое главное быстрый. И с помощью него вы сэкономите 100% очень много времени. Вот как бы поэтому можете меня не благодарить. Руслан Николаев специально для Горы новостей. А сейчас время получать пищу для мозгов. Продолжаем наше информационное восхождение. В российских школах появится новый курс и новый учебник по ОБЖ. Практикоориентированный, учитывающий в том числе информационную безопасность школьников. Между прочим, сейчас каждый человек в сети оставляет свой информационный след. И в будущем при поступлении на работу могут всплыть какие-то нежелательные факты. И не только. Новый учебник будет ориентирован на практику, на прикладной характер, на то, чтобы школьник смог позаботиться о своей собственной безопасности. Курс поможет школьникам сформировать ответственное отношение ко многим вещам и также самостоятельность. Сейчас даже появилось такое понятие, как цифровой этикет. О нем подробнее в следующем сюжете. Интернет постоянно меняется, но уже существует специальный цифровой этикет. Так что это такое? Сейчас мы и разберемся. Начнем с самого главного, нашего профиля. Ваш аккаунт – это ваше лицо. Не стоит врать в нем или выкладывать картинки с интернета. Лучше просто выкладывать фото самых ярких ваших событий. И самое главное, никогда не используйте фильтры. Это считается дурным тоном.
А теперь перейдем к перепискам. Здесь очень много правил, но я расскажу самые главные. Во-первых, будь всегда вежлив с людьми, даже с близкими, не флуди, то есть общайся только по заданной теме. Во-вторых, пиши грамотно. Если ты переписываешься с человеком, и он совершает очень много ошибок, это выглядит ужасно. И не используй слишком много эмодзи. И в-третьих, перед тем, как отправить ГС, или голосовое сообщение, всегда спрашивай собеседника, удобно ли ему. Вы сейчас очень удивитесь, но цифровой этикет существует и за пределами глобальной сети, и он связан с вашими девайсами. Если ты встретил человека на улице, и у вас завязался диалог, то сними свои наушники, это будет удобнее тебе, и собеседник будет более предрасположен к тебе. Есть еще одно правило. Не слушай музыку со своих колонок на улице. Никому не интересна твоя музыка, и ты только мешаешь людям. Этикет постоянно меняется, и цифровой не исключение, так что постоянно чекай его и соблюдай эти правила. Тимур Закюлин специально для Горы Новостей. Тимур, спасибо! О многих вещах я, конечно, догадываюсь, но так, чтобы точно не знала. А вот о чем должны знать все. В мире возрос интерес к русскому языку во время пандемии. С чем это связано? Удивительно, но причины явной нет. В любом случае, это очень круто. А еще вот что круто. Слышали, что взрослые говорят, что после окончания пандемии некоторые привычные вещи поменяются? Мне стало интересно, и я обратилась к интернету. Не знаю, что насчет нас с вами, но жизнь жителей Благоварского района точно не будет прежней. Уже в августе этого года там открывается центральная библиотека нового поколения. Здесь запланированы многофункциональные залы и очень стильные локации. А еще преобразившаяся Осяновская сельская библиотека. Предполагается, что она станет не только местом, где можно почитать, а новой точкой притяжения жителей Дюртюлинского района. Пока библиотека выглядит вот так, но в ближайшее время она станет вот такой. Кстати, Осянова – это родина выдающегося башкирского поэта Шейхзады Бабича. Вы спросите, почему я решила сделать сюжет о библиотеках? Последние исследования показали, что в период самоизоляции интерес к книгам и чтению значительно возрос. Так что я думаю, что после того, как пандемия отступит, походы в библиотеки не перестанут быть актуальными. Кстати, в мировом рейтинге читающих стран Россия пока на втором месте. Проводить свободное время с книгой предпочитают 59% населения. Лидирует Китай, там регулярно читают 70%. Есть чем гордиться и к чему стремиться. Настя Иваненко специально для Горы Новостей. Настя, спасибо! Это отличные новости. Согласна. Интересный момент. Команда наставников, активных студентов и старшеклассников теперь будет помогать ребятам по всей стране справиться с непростым материалом программы во время учебы. Прикольно, мне частенько нужна помощь, особенно по физике. А мне по другим точным наукам. В соцсети ВКонтакте для каждого региона создаются группы, где ученики могут задавать вопросы по школьным проблемам. Для каждого класса с 5 по 11 создается отдельная беседа. В ней можно писать обо всем, что волнует. Выбирай класс, вступай в группу и спрашивай. А нашу корреспондентку Инже волнует, можно ли приготовить в домашних условиях блюда из легендарных аниме. Суши, рамен или роллы. А что еще вы слышали о восточной кухне? Сейчас мы расскажем, как приготовить модный азиатский стритфуд своими руками. Повседневная еда жителей Японии сильно отличается от нашей, даже если брать в расчет схожесть многих ингредиентов. В этом сюжете мы увидим несколько блюд, которые частенько встречаются в аниме. Какие виды японского стритфуда самые популярные? Здравствуйте. Вообще японский стритфуд он очень многообразен, но одним из самых популярных явлений в японском стритфуде является онигири. Онигири – блюдо традиционной японской кухни из пресного риса, слепленного в виде треугольника или шара. Во многих мультфильмах персонажи ужинают онигири с неподдельным аппетитом. Процесс очень простой, и он облегчается за счет специальных формочек стандартного размера. Мы просто берем рис и начинаем его утрамбовывать. Традиционно онигири можно делать вообще без начинки, то есть просто рис. И чтобы довести его до конечного вида, мы берем лист нори и аккуратно его запаковываем. То есть вот. Вот так выглядит готовая онигири, быстро, просто, легко. Япония – это островное государство, поэтому рыба и морепродукты – основа ежедневного рациона. Японцы употребляют в пищу более 10 тысяч видов морских животных.
Второе наше блюдо можно назвать десертом, потому что это таяки в форме рыбок. Тесто для таяк, оно максимально простое. В него входят самые простые ингредиенты. Это мука, вода, разрыхлитель, немного соли, сахара. Начинкой для таяк традиционно служит бобовая паста анка. Она делается из сладких бобов адзуки. Бобы адзуки или красная фасоль имеют сладкий вкус и пользуются популярностью в Японии. Там принято употреблять в пищу только продукты, которые продлевают жизнь и дают силы. Также, кроме сладких начинок, мы делаем и сытные. Например, ветчина и сыр. В России это стало самой популярной начинкой для этих рыбок, потому что это самый знакомый вкус. Вот таким образом мы их ставим на 3 минуты. Мы подаем их вот в таких конвертиках. Пожалуйста. Спасибо. Одновременно это очень сладко, да, и похоже на сливы, но в эфире такого обычно не пробовала. Да, это очень необычный вкус в принципе, для россиянина, потому что не привык видеть бобы в сладкой форме. В Японии чуть иное отношение к еде. До начала 20 века в этой стране не было выходных. Люди проводили на рабочем месте не менее 11 часов. Времени на долгое приготовление еды не было. Но при этом съеденные продукты должны долго сохранять чувство сытости. Если вы не знаете, чем украсить стол на ближайшие праздники или перекусить на скорую руку, то присмотритесь к японской кухне. Эти простые и необычные угощения никого не оставят равнодушными. Энджи Мухамадиева, Руслан Бекбаев специально для «Горы новостей». НЖ, спасибо! Тема действительно увлекательная. Традиционная кухня других народов может быть вполне неожиданной. Да. А что было дальше? Неожиданность – это тренд 2020 года. Детский оздоровительный лагерь Гагарина, несмотря на пандемию и коронавирус, с наступлением лета распахнул свои двери. Ну, правда, виртуальные, на свой YouTube-канал. Мы совместно с 4 лагерями Куйбышевской железной дороги составляем один большой лагерь Куйбышевский. В течение смены мы зарабатываем ЖД-километры рейтинга, чтобы стать самыми лучшими и выиграть ценные призы. Первая смена в главном железнодорожном лагере республики проходит в онлайн-формате. За такой короткий срок мы многое успели сделать. Шили куклу, сделали книжечку Лепарелло, начали учить танец. А еще у нас самая лучшая вожатая лагеря Света. В России такой формат лагерного отдыха организован впервые. Несмотря на полную работу по удаленке, удалось сохранить и передать атмосферу летних лагерей. На отрядном времени мы хорошо проводим время, общаемся с вожатыми, да и вообще с детьми, которые находятся в моем отряде. Мне очень нравится онлайн-смена. Праздники проходят также ежедневно по доброй лагерной традиции. Круто, что никакие трудности не отменили первую смену в детском оздоровительном лагере имени Гагарина. Татьяна Никитина специально для «Горы новостей». Так прошла только первая смена. Но теперь такой формат отдыха имеет место быть. Будем держать вас в курсе всего. С новостями и событиями дня тебя знакомили Аня Шакова и Радомир Усманов. Включай «Гору новостей» и будь на вершине событий. Пока-пока!